нас сейчас молодежь не играет на улице в игры, как мы в детстве играли. Вот я помню в детстве игру «Лапту». Она мне так безумно нравилась. Бегание за этим мячиком сумасшедшим. Но вот такие игры полезные, мне кажется, были. Сейчас все сидят за компьютерами, все сидят, уткнувшись в телефоны. Если ты приходишь в какое-то общество, все сидят и смотрят или в свои айфоны, или фотографируются, или все как-то, знаете, так хотят быстрее повзрослеть, что ли, молодежь. Как-то они вот себя ведут, так что они уже все такие все взрослые. Но мне нравится сейчас, что молодежь стала красивая. У нас смотришь, девочки, они же такие ухоженные, они уже за собой следят с детства. Такая, знаете, нация такая какая-то, более такая европейская, что ли, стала. Вот. Мне нравится, что она красивая, да, мне нравится, что она такая, они все быстро схватывают, они все очень быстро понимают, они все свободно разговаривают на английском языке, то есть, да. Но есть один минус, что чуть-чуть они, мне кажется, духовно бедны, потому что они не такие книжки читали, как мы. И ты понимаешь, что все безумно красивые, все сидят. Сейчас, если ты успешный, ты должен хорошо выглядеть, ты должен быть подтянут, ты должен быть красив в первую очередь. И неважно, сколько ты книг читаешь. А тогда в детстве ценилось все-таки, сколько ты книжек читаешь. Вот, мне кажется, наличие вот этого. Вот я сегодня прочитала это, сегодня прочитал то. Сейчас, может быть, они меньше уделяют, а может быть и нет, я не знаю. Вот мне кажется, кто-то, может, тоже правда читает хорошие книги. И мне кажется, сейчас бы молодежи прививать эту любовь к нашей культуре бурятской, чтобы они своим детям рассказывали о нашей бурятской культуре, о наших традициях. Как-то вот вовлекать вот эти все флешмобы. Сейчас это модно, но я думаю, это стоит делать. На знание бурятской культуры какой-нибудь конкурс провести, посмотреть, вот собрать молодежь, и кто что знает. Это было бы интересно.